Дорогие соотечественники и друзья, сегодняшняя наша тема называется «Привычка жить плохо». Что это такое? Каждый человек выбирает себе образ жизни. Это свойственно каждому. Никто не может в этом никому отказать. Это свобода каждого человека. Но не чистить зубы по утрам. Элементарно. Возьмем пример. Не купаться, не стирать одежду, убирать квартиру и не работать – это и есть привычка жить плохо. Это образ человека, который выбрал себе сам этот образ, да? Ну, некоторые люди, не все, отдельные люди, скажем, единицы, скажем. Рассмотрим второй главный фактор. О чем дальше у нас пойдет речь? Человек живет плохо от насильственного принуждения власти в нищете. Это насильственные действия, принуждение, и человек живет плохо и привыкает. Вот это тоже привычка жить плохо. Дальше рассмотрим. Уважаемые соотечественники и слушатели, мы сегодня поговорим с вами о тех и других факторах, заставляющих человека привыкать жить плохо. Заставлять человека привыкать жить плохо. В Туркменистане, к примеру, диктаторская власть Ниязова, Гурбанулы Бердымухамедова, разрушая наши дома, лишает нас будущего. Нет дома, нет очага, нет будущего человека. Заводы, фабрики разрушает, оставляет граждан без работы, ворует государственную казну, лишает нас конвертации национальной валюты. Наша денежная единица манат обесценивается одним махом. Это тоже принуждение. Сажает нас в тюрьму, чтобы мы молчали. Это тоже принуждение. Не выпускает из страны, чтобы мы не поняли истину. Это тоже принуждение. Заставляет читать Касам, этого Ниязова, Касам читали там, чтобы руки высокли, еще что-то, чтобы человек умер, если про него скажет плохое слово. И это тоже принуждение. Заставляет читать Касам, чтобы мы верили в их фальшь, этих президентов, диктаторов. Понимаете? Значит, за 30 лет туркменская диктатура уничтожила всякое сопротивление туркмен против насилия власти. Кто мог сопротивляться, диктатура обвинила их изменниками Родины. В ОДНДП, это политическая тюрьма, и в других тюрьмах режима без вести пропали политзаключенные. Итог. Народ безработный, бездомный, голодный, болеет и без будущего. Когда человека принуждает, одного или там массу людей, граждан в стране, принуждает насильственным действиям и заставляет привыкать к этим насильственным действиям власти, это значит, власть лишает будущее человечества в этой стране. Вот. Теперь, чтобы изгнать эту криминальную диктатуру, надо, чтобы граждане поменяли свою привычку. Наши граждане привыкли жить плохо. Их заставляли, их принуждали. Теперь они привыкли. Теперь, чтобы изгнать эту власть из страны, что надо делать? Чтобы народ поменял свою привычку. Как это сделать? Я пока не буду объяснять, что надо делать. Я просто хочу ваших ответов, что вы подскажете. Вот. Движение Туркмен-Херекет, Объединенный фронт сопротивления туркменской диктатуры, желает нашему народу, туркменистанцам, великое терпение и одновременно пробуждение
оставьте свои привычки. Жить плохо. Учитесь жить хорошо. Каждым днем учитесь. Делайте шаг навстречу своей судьбе, своему счастью. И тогда вы поймете, где вы живете. И тогда вы мобилизуетесь. И тогда мы все вместе предотвратим катастрофу туркмен для будущих поколений. Иначе никакой жизни не будет. 30 лет это нам показало. В связи с этим, уважаемые соотечественники, я бы хотел вам прочитать свое стихотворение, которое называется «Противоречие». Мир лежит в руинах, а в Ашхабаде нет воды. Туркменистан находится под игом диктатуры. Узурпатор торжествует с бурными эмоциями. Граждане бездействуют, противоречия мнениям. Антагонизм свирепствует, сеет в стране раздор. Реваншисты стремятся к власти, поднялся позор. Ишаки поют, шакалы устраивают всюду террор. Граждане бездействуют, противоречия мнениям. Алчность — цель, про совет Махтумкули забыли. Вор, популист стал святым, а где честь забыли? Лжецы спешат к власти, про туркмен забыли. Граждане бездействуют, противоречия мнениям. Давайте заканчивать это противоречие, давайте слушать друг друга и понимать, и строить новое туркменское государство, которое будет называться Туркменская Народная Республика. Это не только для туркмен, это для всех, потому что Народная Республика для всех народов. Мы отворим двери нашей страны. Пусть приезжают и другие, заселяются, живут рядом с нами и строят нашу страну. Новую демократическую страну Туркменистан. Я желаю всем здоровья и счастья, благополучия вашим семьям. Уважаемые мои соотечественники, до следующих встреч. Будьте здоровы!